Приветствую вас, уважаемые телезрители. Вы смотрите интервью с главой Ингушетии Нурбековым Матвеевичем. Салам алейкум, здравствуйте. Во-первых, хочу вас поздравить с прошедшими двумя важными праздниками. Это день рождения и день ВДВ. Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия. Но вот скажите, пожалуйста, вот какой из этих праздников двух для вас наиболее любимый, как вы его отмечаете? Ну, какие любимые? У нас по-разному представляют себе люди день рождения, в том числе, которые считают, что можно праздновать или нельзя праздновать, ну, с учетом своего понимания, как праздновать. Конечно, день рождения это важнее. Почему? Потому что это день связан с отцом, с матерью, там, с родителями, связан с какими-то такими вещами, там, родными, там, ну, это близкие, семейное такое направление. Хотя я не любитель отмечать праздники и не совсем комфортно себя чувствую там, именно когда отмечаю там, или там, пытаюсь отметить день рождения. Это раз. Ну а День воздушно-десантных войск, конечно, это то направление, благодаря чему тоже я многое в жизни взял. Это моя деятельность, моя работа, моя служба, где я закалился как человек, как мужчина, в конце концов, достиг хороших там результатов, должностей и званий, проходя службу в воздушно-десантных войсках. Самое главное, что я стал фанатом, преданным человеком вообще воздушно-десантных войск России. Поэтому это, конечно, такое профессиональное чувство гордости и достоинства. Но, тем не менее, я еще раз говорю, что день рождения, конечно, особый праздник, семейный. Недавно вы выезжали в Крым, у нас эта республика, как известно, связывает дружеские отношения, теперь обещают и более такие взаимовыгодные отношения, экономические, в плане культуры и прочего, подписано соглашение. Об этом чуть попозже поговорим, но помимо этого я знаю, что вы приняли участие в ряде важных мероприятий. Как прошел ваш визит и удалось ли пообщаться с крымчанами? Ну, мы были и в Крыму, и в Севастополе, встретились с руководителями регионов, которые довольно серьезную работу там проводят, тем более вот этот так называемый переходный период возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Есть определенные сложности и трудности, в том числе и попытки таких мировых там, направлений, я имею в виду там, различных организаций там, и провокационных действий в плане обвинить власти Крыма, Севастополя в том, что они недееспособны, что в Крыму, в Севастополе стало хуже, чем это было при Украине. То есть им всегда не то, что приходится доказывать, им всегда приходится работать на час больше, чтобы создать условия для жителей Крыма и Севастополя, которые не то что приемли, а порядок выше, чем это было при Украине. В этом нет ничего сложного. Почему? Потому что мы помним, что когда Крым и Севастополь были в составе Украины, насколько там было все запущено и насколько не было внимания со стороны украинских властей к жителям Крыма, в том числе к нашим братьям-мусульманам, крымским татарам. И сегодня два человека, два руководителя, и Аксенов, и Овсянников, проводят огромную работу для того, чтобы освоить те средства, которые федеральный бюджет дает, там, и создать самые комфортные условия для жителей Крыма и Севастополя и гостей. Кстати, огромное количество жителей Украины, сегодня там, на сегодняшний день, это, если память не изменяет, более 500 тысяч, которые приезжают в Крым до сих пор отдыхать с разных регионов Украины. Это тоже показатель. Но и рост количества отдыхающих, приезжающих, это тоже показатель того, что Крым интегрировался полностью в составе Российской Федерации. И поэтому мы подписали в том числе соглашение с губернатором Крыма. В ближайшей перспективе планируем подписание соглашения с главой Крыма, подписали соглашение, с губернатором Севастополя подпишем. И это не то, что стандартная там, составляющая, там, это довольно серьезный проект, где мы будем взаимодействовать по многим направлениям. Вот это соглашение предполагает создание благоприятных условий для развития торгово-экономических связей в том числе. Вот мне интересно, что мы можем предложить Крыму и что Крым намерен предложить Ингушетии. Да, понятно, что недалеко от Ингушетии, но там, естественно, вот сейчас решается вопрос вот транспортной связки. Что будем поставлять, может быть?
Ну, открытие моста через Керченский пролив, конечно, это сделает вообще более досягаемым и комфортным для жителей, для предпринимателей, для торгово-экономических отношений. Но, знаете, по Крыму, если брать, то у них есть все, что у нас есть. У них великолепно сейчас развиваются сады, овощи, фрукты, там, ягодное растение. Ну, то есть агропромышленный комплекс у них потенциально хорошо идет там, и навряд ли они нуждаются в наших поставках. Только для изучения опыта и так далее. Есть отдельная тема по саженцам, где мы можем там поставлять, там, но это уже вот наши предприниматели с ними договорятся. Вопрос, связанный с поставкой рыбы сюда, оттуда, вот это может быть там, для нас, для наших, в том числе производителей, изучения опыта производства рыбы. Вопрос, связанный там со спортивным сектором, может быть там, для нас полезным, для того, чтобы проводить там на море сборы наших там, сборных команд, ну и так далее. Детского отдыха то же самое. Культурные программы, дни культуры там и здесь проводить то же самое. То есть есть вещи. А в вопросах, связанных с точки зрения экономического взаимодействия, здесь, конечно, нам надо больше работать в сфере промышленных важных проектов и объектов. Поставка наших там и радиаторов, светодиодных ламп, там, энергосберегающих, швейных изделий, ну и так далее, что мы могли бы поставлять под их заказы, в том числе, если по швейным изделиям у нас уже шьют для курортов, для гостиниц Крыма по их заказу, то мы могли бы там хорошие проекты у них получить, долгосрочные, на 5-10 лет, заключить договора и чисто шить для Крыма, там, в том числе для гостиничных там, бизнесов, шить такую тоже. То есть вещи, где над этим должны сейчас экспертные группы работать и определить там точки притяжения, к чему мы придем. Для этого я думаю, что и наше правительство побывает в Крыму, и правительство Крыма у нас побывает, там, и Севастополь в том числе, и придут к какому-то знаменателю. В начале недели вы заслушали доклад постоянного представителя Ингушетии при президенте России. Какую оценку вы дали деятельности постпредства? Ну, я должен это отметить, в принципе, отмечает это и жители республики, и органы власти, в том числе администрация президента Российской Федерации, на которой непосредственно закреплен наш полпред, и особенно сами работники постпредства, что работать стало намного комфортнее, удобнее. Мы, кстати, там сделали очень хороший, великолепный ремонт, мы создали условия, это очень хорошие для наших работников. Сегодня не стыдно и гостей проводить, и мероприятия проводить, там масштабы такого уровня, там, не только республиканского, но и всероссийского. И вот эти условия позволяют сегодня ребятам смотреть более там, открыто, мотивированно на свои обязанности, на исполнение своих обязанностей и должностей. Ну и сам руководитель, он достойно представляет республику, помогает, работает, знает задачи. Самое главное, проявляет сам везде инициативу. Поэтому я и дал им хорошую оценку. Вы принимали лидера движения «Антидилер», и вот в их рейтинге Ингушетия занимает, если не ошибаюсь, 3-е место именно по борьбе с наркоманией, в том числе аптечной. Как на самом деле обстоят дела, и насколько успешно задачи решаются, и что вот предложил наш гость в качестве нового инструмента в борьбе с этим явлением? Ну, над этим проектом они внедрили его, работает там тоже известный человек, призер Олимпийских игр, известный дзюдоист Дмитрий Носов, наш хороший друг, кстати, и наших дзюдоистов, ребят. И этот проект, он общественный, он получил определенный грант президента Российской Федерации. Но самое главное, что этот проект рабочий. Есть хороший проект «Трезвая Россия», и там это озвучивал. И вот проект «Антидилер» именно против аптечной или другой наркомании. Да, мы на 3-м месте находимся, у нас в этом плане особых тревог нет, но тем не менее есть проблемы именно с рядом молодежных групп, которые сегодня там взяли себе на вооружение вот эту аптечную, так называемую, наркоманию. И здесь, конечно, работать надо, и предложение Носова в той или иной сфере взаимодействовать я воспринял должным образом, дал поручение и надеюсь, что участие вот этого движения в республике позволит нам еще больше минимизировать участие наших ребят в таких пагубных для здоровья, для общества вещах, как
наркомания там, и так далее. 1 августа с заместителем генерального директора «Газпрома» Межрегионгаза совещались и в очередной раз решали, думали, как быть именно с платежной дисциплиной, как повысить ее и почему, при том, что принимаются разные меры, люди все-таки продолжают не платить, похищать газ, находить новые способы уйти от ответственности. Но вот, как на сегодня обстоят дела и какие новые пути решения проблемы предлагает в том числе «Газпром» Межрегионгаз? Ну, основная задача – это все-таки создать условия для того, чтобы люди платили. И не обманывать людей, не вводить их в заблуждение. И если человек получил там квитанцию о том, что он оплатил, то не вешать на него еще больше долгов и не пытаться аннулировать эти счета. Прозрачность должна быть в самой системе, и газовой, и электрической, или энергетической, и других направлениях. Мы провели совещание, определились и назначили там ответственного, исполняющего обязанности опять очередного Ингуш-Регионгаз. И дано поручение до конца августа исправить ситуацию. Те же неплательщики, которые не платят там или улицами, или кварталами, тоже определено главы сельских поселений, муниципальных образований совместно с газовиками и энергетиками должны работать, выявлять, выделять и просто отключать, и тем, кто повторно подключается или нарушает законы, возбуждать вплоть до уголовных дел. Я надеюсь, что люди услышат это все, но при этом еще раз подчеркиваю, что должны быть созданы условия для того, чтобы человек пришел, не ходил там в газовую, в МРСК, там, водоканал, а пришел в одно место, все оплатил, получил свою квитанцию и знает, что в этом месте он ничего не должен никому. На этой неделе вы принимали чрезвычайного полномочного посла Саудовской Аравии в России и его супругу. Мы знаем, что помимо красивой программы, именно как для гостей, еще были и рабочие моменты. Вот хотелось бы побольше о них узнать. В чем заинтересованность Саудовской Аравии? Идет ли речь о каком-то важном большом сотрудничестве? И вот, в принципе, с какими впечатлениями наши гости уехали? У посла ознакомительная поездка вместе с супругой. Они приехали, увидели Ингушетию, довольны тем, что увидели. И, конечно, дальнейшее взаимодействие в этом плане мы там уже разработаем в более там узком кругу, в том числе по ряду направлений проектов. Самое главное, что послу понравилось, и посол готов через руководство Саудовской Аравии максимально принять участие в различных проектах республики, в том числе и туристической, и агропромышленном секторе. Ну, посмотрим, как дальше будет события развиваться. 2 августа Верховный суд перенес на неопределенный срок рассмотрения иска Минюста о ликвидации муфтията. И очень много разных мнений касательно того, что как реагирует руководство Ингушетии. Как вы прокомментируете именно этот отрезок этой истории, который, я так понимаю, будет продолжаться? Ну, по так называемому муфтияту. Во-первых, лишний раз убедился, что более чем циничные люди. Я обычно пытаюсь воздерживаться от ярлыков определенных, тем более священнослужителям, но здесь не могу не сказать. И в первый раз, когда они там списки собирали, там, в мечетях, там, организовывали подписи, якобы там, давайте обратимся к главе республики, там, к Хамхоеву, чтобы они помирились, примирились. Люди там искренне там, ну, понимали, да, Барби Хамдея, там, Маслахат Хамдея, и там что-то расписывали. И потом выяснилось, что это делалось для того, чтобы обращение, шапку поменяли в поддержку Хамхоева. О чем там и критика среди общества тоже была. И сейчас такая же тема. Обманным путем, наглым обманным путем пытаться вытащить людей на улицу. Они прекрасно знали, что 2 августа решения о ликвидации не будет. Знали об этом заранее. Но все равно эту акцию сделали. Там вышли там, люди, там, 100 человек там, или там, 80 человек, там, неважно. Даже если один человек вышел. Я сразу предупреждаю всех, кто туда вышел или там выходит на такие митинги, на такие акции. Я даю слово, если мы решение приняли или принимаем по чем-то вопросу, такие шантажи не пройдут. И ему лично это важно, чтобы муфтият ликвидировали, чтобы люди вышли на улицы. Они далеки от попыток даже наладить диалог среди религиозными общинами
верующими людьми вообще в республике. Далеки от мысли даже исправить работу свою как общественной организации. Далеки от мысли того, чтобы наладить отношения, в том числе с властью. Эти люди ждут вот именно там, вот ликвидацию, чтобы показать, что мы до последнего стояли. Они не хотят работать, они и не работали. И муфти, и так называемый КАЭД, и так называемый председатель Совета алимов с одного тейпа. Они так его и создали под себя. Тейповую структуру. И меня удивляет сегодня те наши священнослужители, которые, в принципе, говорят правильные вещи. Да, с одной стороны, муфтият нельзя ликвидировать. Да, это будет ну, не совсем хорошее для нашего народа, не совсем хорошая страница истории нашего народа, да, современной Ингушетии. Но если бы дальше эти же священнослужители сказали то, что они реально думают, они так думают, я уверен. Почему? Потому что, ну, если люди, священнослужители, ну, не могут об этом и не думать. Почему? Потому что они знают, что он не прав. Если бы дальше сказали бы, что все это происходит из-за того, что... А раньше об этом тоже говорилось, из-за того, что товарищ Хамхоев подмял под себя все это, что нету совета алимов, который должен контролировать именно любого духовного священнослужителя, независимо, муфти он или имам, или кто-либо. Если вы хотите, чтобы я в сердцах что-то там принял решение, я этого решения принимать не буду. В плане того, что там разгонять митинги там, или там несанкционированные вещи. Но уж точно ответственность тех, кто вот людей туда вытащил, она будет. Сейчас и мэрия города Магаса, которые должны там по своей линии поработать, и Совет Безопасности, другие органы, конечно, будут работать с этими людьми. В том числе и в плане, а что это за люди? Чтобы мы там показали населению, кто это такие, для чего они вышли. Но когда обманным путем этих же людей обманывают и говорят, вот будет ликвидация, приходите нас поддержать. Хотя они знали, что этого не будет. Они знали, что это все перенесено на конец месяца. Почему? Потому что Минюст обратился в Верховный суд, почему ряд документов там не были готовы. И слушая министра юстиции, в том числе нашего начальника управления по юстиции, Наурбиева Алика, он говорит, что же докладывает и говорит про эти вещи, что здесь перечень недостатков, они не собираются устранять их демонстративно. Понятно, что и предвыборные вещи, акции, понятно, что свои игры. Но самое главное и самое страшное то, что эти люди более чем циничны. Сейчас у них там одна проблема – вернуть там тему над хаджем. Вот если разрешите, коротко напоследок озвучу две темы, которые обсуждаются в интернете сейчас, в социальных сетях активно. Это ситуация с перинатальным центром вот на фоне вашей встречи с главврачами. Она выяснилась, что вот имеются сбои в электроснабжении, в снабжении горячей водой. Вот люди сейчас переживают, думают, отразится ли это как-то на качестве оказываемых услуг в этом учреждении. И второй вопрос, вот ситуация, связанная вот с пытками Смурзиева задержанного. Тоже есть такие мысли сейчас в интернете организовать флешмоб в поддержку Смурзиева. Вот хотелось бы все-таки услышать ваш комментарий, вашу версию, потому что ну, очень много разных версий по поводу его задержания и ситуации, связанной с ним. Но по поводу перинатального центра у нас, к счастью, все идет без сбоев, а то, что сбои с электроэнергией, они не касались для вот этих работы самого перинатального центра и по воде в том числе. Но, тем не менее, я это совещание проводил с учетом, я не буду регионы называть, в ряде регионов была проблема. И из-за того, что там где-то до конца не доработали, были провалы. И поэтому мы там провели эту работу, чтобы у нас этого не случилось. Ну, послушал, в том числе, руководителя, не только перинатального центра, и онкодиспансера, детской больницы и туббольницы. Еще раз дал поручение, главврачу дал поручение жестко держать на контроле. Поэтому я не думаю, что здесь будет сбой. У нас, кстати, уже более 800 родившихся детишек, более 600 обследованных женщин в этом перинатальном центре. И, к счастью, опять же, много женщин, которые приезжают в том числе из других регионов. То есть он и вправду центр становится таким межрегиональным, там, северокавказским. И одной из задач главных, там, за счет качества обслуживания и доброго подхода к посетителям из созданных условий, максимально сделать так, чтобы в наши центры приезжали бы жители даже тех регионов, где есть такие же центры. Ну, по Смурзиеву и по другим деятелям, это
Мы уже знаем, вчера мы проводили это совещание, уже одного товарища, кто там флешмоб там делает, приглашали. Удивление вызывает то, что у человека там жена, 4 детей, ему 42 года, он работает, не безработный, на довольно хорошем счету, хорошая характеристика. Но он в это лезет, совершенно не зная, кто такой Хасан Исмурзиев, и совершенно не зная, что там вообще происходит. Говорят про пытки. Ну, для этого есть у нас уполномоченный по правам человека. Если каждый хочет верить там, слухам, сплетням там, в интернете, это одна тема. Если мы видим там уполномоченного по правам человека, вот к нему обращайтесь, он всем даст ответ. Он проверит. И если уж точно там что-то есть, он не скроет это все. И все это знаете, органы правопорядка в том числе. Каждый должен думать своей головой, прежде чем втягиваться в какие-то авантюры, прежде чем совершать преступления. Но вот тех, кто вот сейчас в интернете этим вот, шантажирует, мы будем очень жестко разговаривать и уже будем привлекать в рамках закона к, в том числе, уголовной ответственности. Спасибо за интервью. Спасибо.